Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники проекта «Эффективная школа». В преддверии нового учебного года Коми Республиканский институт развития образования проводит вебинар о проведении грантового конкурса для школ-участников проекта и школ-лидеров. Командный проект. Прежде чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению порядка проведения грантового конкурса, давайте сверим наши часы. Итак, этапы проведения нашего проекта «Эффективная школа» в Республике Коми в 2019 году. У нас с вами проходят информационные сессии. Многие коллеги подключились к реализации диагностических процедур и проверили свои профессиональные затруднения и потребности, выявили. Большинство участников проекта приняли участие в международном методическом семинаре «Эффективный учитель для эффективной школы», который прошел у нас в мае, и погрузились непосредственно в проект. Напоминаю, что все материалы международного методического семинара представлены на сайте института, и вы можете ознакомиться с ними. Презентации наших коллег, наших международных экспертов также непосредственно на сайте представлены. Сейчас проходят курсы повышения квалификации летней дистанционной школы, и в сентябре нас с вами ждет еще осенняя сессия. Также в мае в рамках международного методического семинара прошла проектная сессия по формированию программ перевода школ в эффективный режим функционирования. В июне прошла летняя школа молодых педагогов. Также очень многие участники проекта «Эффективная школа» приняли в нем участие и, надеюсь, что остались довольны теми мероприятиями, которые мы для вас предложили. Также в рамках международного методического семинара прошла проектная сессия по профессиональной коллаборации школ-лидеров и школ-участников проекта. Многие школьные команды приступили к наполнению личных кабинетов на платформе «Мобильный методист». Мы с вами организовали проведение мониторинга качества образования внешних и внутренних условий функционирования школ. Практически все школы-участники проекта приняли участие в анкетировании. Уважаемые коллеги, если кто-то еще этого не сделал, заполнить анкеты номер 1, 2 и 3 необходимо для того, чтобы мы могли проанализировать наши с вами достижения к концу проекта, сравнив их с достижениями первого полугодия. Буквально в настоящее время с мая началось создание либо активизация муниципальных и школьных методических объединений. В сентябре эту работу мы с вами должны завершить, активизировать участие наших педагогов в республиканских методических объединениях, муниципальных методических объединениях. И нас с вами ожидают еще два больших мероприятия. Это грантовый конкурс для школ-участников проекта и школ-лидеров, о котором сегодня мы с вами будем говорить. И в октябре в рамках республиканского образовательного форума «Образование государства общества» нас ожидает международная онлайн-конференция и межрегиональный семинар. Программа форума уже верстается, согласуется, многие мероприятия в нее уже попали, в том числе и наша международная онлайн-конференция будет проходить в рамках этого форума. Давайте посмотрим, какие задачи стояли перед нами на первое полугодие 2019 года. Каждая образовательная организация назначила в своей школе руководителя координатора на уровне образовательной организации, провели педагогические советы по погружению в проект. Как мы уже говорили, многие приняли участие в международном семинаре и хакатоне молодых педагогов. К заполнению личного кабинета участника проекта на платформе «Мобильный методист», к сожалению, пока приступили еще не все школьные команды. Хочется отметить положительно Карткировский район, Усть-Куломский район, Сыктывдинский район, которые уже представили свои материалы на платформе «Мобильный методист». А также, как мы уже сказали, участие в диагностике профессиональных дефицитов приняли многие педагоги ваших школ. Можно этот процесс также еще активизировать. Курсы повышения квалификации нас с вами тоже еще ожидают продолжение в очном формате. И заключение партнерских договоров между школами-лидерами и школами-участниками проекта. Вот на этом моменте тоже хотелось бы остановиться, потому что это является одним из важнейших условий для того, чтобы школьная команда могла принять участие в грантовом конкурсе. То есть договора должны быть внутри школьной команды заключены. И мы с вами говорили о том, что один экземпляр этих договоров необходимо направить в наш адрес, в адрес оператора проекта,
Институт развития образования. На сегодняшний день мы получили такие партнерские договора от команды Усинска и от команды Сосногорска. Если кто-то тоже направил свои договоры, вы, пожалуйста, об этом в чате обозначьте, мы их будем разыскивать. Да? Возможно, они пришли к нам на общую почту. Так, хочется напомнить цель нашего проекта. Она заключается в том, чтобы разработать и реализовать мероприятия по повышению качества образования общеобразовательных организаций, которые демонстрируют низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования. Показатель результативности – это доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются такие мероприятия по повышению качества образования, должно составлять 100%. У нас действительно все муниципальные образования принимают участие в этом проекте. Уважаемые коллеги, хочу, может быть, анонсировать несколько то, что мы оформляли заявку от региона на продолжение этого проекта в 2020-2022 годах, то есть сейчас заявка оформляется уже на 3 года, и эта заявка была поддержана Министерством просвещения, и проект будет продолжаться в ближайшие 3 года. Вы также можете стать участником этого проекта. А тоже у нас показатель стоит 100% организаций, 100% муниципальных образований должны в этом проекте принимать участие. Очень важно, чтобы мы с вами заключили партнерские договора между школами с низкими результатами обучения, школами, функционирующими в благоприятных условиях, со школами-лидерами. И вот проведение различных региональных мероприятий по обмену опытом между школами – это тоже является одним из важнейших показателей нашего проекта. Здесь вот еще раз я напоминаю нашу схему взаимодействия сетевого. Институт развития образования выступает в качестве оператора проекта. Межмуниципальные и муниципальные сетевые сообщества, школьные команды разрабатывают и реализуют муниципальные школьные программы перевода школ в эффективный режим функционирования. Управление образованием в муниципальных образованиях помогают им в этом, осуществляют консалтинговое сопровождение школ участников проекта. И непосредственно уже школьные команды в составе школ лидеров и школ участников проекта разрабатывают и реализуют школьные программы перевода школ в эффективный режим функционирования. 17 июля 2019 года подписан приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми номер 649 о проведении республиканского грантового конкурса модели перевода школ в эффективный режим функционирования. Вот он, этот приказ. И сегодня мы с этим приказом будем с вами знакомиться. Основные его положения на слайде представлены. Мы должны провести республиканский грантовый конкурс модели перевода школ в период с 5 сентября по 5 октября и обозначен общий порядок проведения конкурса. Оператором конкурса является Коми Республиканский институт развития образования, который должен обеспечить организацию проведения конкурса и представить отчет об итогах конкурса в отдел развития общего образования и воспитания. Руководителям муниципальных органов управления образованием предписано обеспечить участие школьных команд в конкурсе согласно положению. Положение о проведении конкурса также утверждается данным приказом. Приказ размещен на платформе «Мобильный методист», и также приказ размещен на сайте института в анонсах и, соответственно, на страничке раздела сопровождения проекта «Эффективная школа». Целью грантового конкурса является стимулирование командной работы между школами-лидерами и школами-участниками, то есть школьными командами проекта, по разработке программ перевода школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в эффективный режим функционирования с учетом выявленных ресурсных и профессиональных дефицитов педагогов. 3 основных задачи решает конкурс. И 4-я задача – это, конечно, повышение качества образования в школах. Выявление успешных практик командной работы между школами-лидерами и школами-участниками проекта, публичное признание личного вклада руководителя общеобразовательных организаций в развитие системы образования Коми. Также конкурс призван транслировать лучшие программы школ-участников по переводу школ, функционирующих в неблагоприятных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования. И еще одна важная задача – это изучение и распространение опыта школ-лидеров по эффективному управлению общеобразовательными организациями Республики Коми. По итогам грантового конкурса предусмотрены денежные призы, гранты
Школьные команды победителей конкурса получают дипломы победителей первой, второй, третьей степени. За первое место школьная команда получает 500 тысяч рублей, за второе место 400 тысяч рублей, за третье место 300 тысяч рублей. А другие школьные команды, участники конкурса, которые не стали победителями, получают денежное поощрение в размере 40 тысяч рублей на школьную команду. Как потратить эти средства, вы решаете уже самостоятельно внутри вашей школьной команды. Есть, конечно, какие-то общие рекомендации, но об этом мы с вами поговорим в следующий раз, да, когда уже станет известно, кто стали победителями этого конкурса. Конечно, мы всем желаем победить в этом конкурсе, ну, по крайней мере, хотя бы попытаться принять участие в конкурсе. Просто обязаны все школьные команды всех 20 муниципальных образований республики. Итак, что включает в себя содержание заявки на конкурс? Заявка поступает от муниципальной команды, то есть от муниципалитета заявка должна поступить. Заявка в себе содержит следующие 4 основных документа. Во-первых, это программа перевода школы-участника в эффективный режим функционирования. То есть это должны быть программы от каждой школы-участника. Если в команде у вас одна школа-участника, одна школа-лидер, соответственно, подается одна команда школы-участника. Если в школьной команде 4 школы-участника и школа-лидер, соответственно, подается 4 программы перевода школ в эффективный режим функционирования. Второй документ – это программа тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях. Эту программу составляет школа-лидер и направляет ее в качестве вот такого документа. В-третьих, это описание опыта взаимодействия школьной команды в форме эссе «Мы одна команда». И четвертый очень важный документ – это рекомендательное письмо от муниципального органа управления образованием за подписью руководителя и координатора проекта о том, что они рекомендуют вашу школьную команду на этот грантовый конкурс. Предусмотрены следующие критерии оценивания для каждого из компонентов заявки. Для программы тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, напоминаю, да, эту программу составляет школа-лидер. В программе должен быть представлен контекст деятельности образовательных организаций с учетом анализируемой проблемы по итогам внутренней и внешней, по итогам оценки внутренней и внешней среды школы, качества школьных процессов. Здесь как раз вам помогут вот те анкеты, которые мы с вами заполняли в июне. Также в программе должны быть описаны проблемы в деятельности руководителей школ-участников проекта и профессиональные затруднения, дефициты педагогического состава школ-участников проекта. Третий очень важный компонент, который также оценивается, это описание управленческих действий, которые позволили разрешить проблемы в деятельности руководителей школ-участников проекта и профессиональные затруднения и дефициты педагогического состава школ-участников проекта. Также в программе должен быть представлен алгоритм тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, и представлены ожидаемые результаты и показатели их достижения. Для программ перевода школ в эффективный режим функционирования, которые представляют школы-участники проекта, определены следующие критерии оценивания. Во-первых, должен быть представлен контекст деятельности образовательных организаций с учетом анализируемой проблемы, то есть с учетом внутренней и внешней среды школы и качества школьных процессов. Во-вторых, должны быть описаны проблемы в деятельности руководителей школ-участников проекта и профессиональные затруднения и дефициты педагогического состава школ-участников проекта. В-третьих, должен быть представлен алгоритм перевода школы в эффективный режим функционирования и ожидаемые результаты и показатели их достижения. Критериями оценивания эссе «Мы одна команда» выступают два основных критерия. Во-первых, представленный материал должен быть оригинальным, отображать командную работу в школьной команде, должен быть изложен живым и образным профессиональным языком без излишней научности. И представленный материал должен демонстрировать опыт взаимодействия в команде к достижению поставленных целей. Требования к оформлению материалов представлены непосредственно в приказе в пункте 7 положения о грантовом конкурсе. И здесь обозначено, что тексты должны быть выполнены в формате Word, шрифт Times New Roman Кегль 14, полуторный междустрочный интервал, поля обычные. Перед текстом указывается название работы, авторы и школьная команда. Эссе должно содержать только текст, в нем не должно быть таблиц, схем, фото, рисунков, диаграмм и так далее. Общий объем эссе до 10 страниц. И объем программы рекомендованный до 30 страниц. Сроки проведения конкурса установлены также положением о конкурсе.
Прием заявок материалов на конкурс начинается с 5 сентября и продлится по 18 сентября 2019 года. То есть 2 недели у вас будет на то, чтобы подать свою заявку. С 19 сентября начинает работать жюри конкурса и до 24 сентября проводит оценку материалов. До 27 сентября формируется рейтинговая таблица победителей конкурса. И подведение итогов и награждение победителей будет проходить в рамках работы образовательного форума Республики Коми «Образование, государство, общество». Проходить форум будет в этом году с 30 сентября по 4 октября. Мероприятия будут растянуты практически на целую неделю. И наша конференция, Всероссийская конференция и международный семинар, они назначены на 2 октября, если ничего не поменяется. Хочется также еще отметить, что положением предусмотрен пункт 6.6, что победители представляют опыт своей работы в рамках мероприятия образовательного форума Республики Коми «Образование, государство, общество» на межрегиональной конференции по реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в благоприятных условиях, и других мероприятиях по диссеминации опыта. То есть школьные команды победителей и призеры конкурса должны будут принять участие в работе межрегиональной конференции. Итак, несколько практических советов о том, как же стать участником конкурса, как подготовить, разработать программу и представить ее на конкурс. Алгоритм действий для школ-участников проекта. Первым шагом является мониторинг. Мы проводим мониторинг условий работы школы, оцениваем качество управления, качество преподавания, внешней и внутренней среды. Здесь мы можем использовать вот те анкеты, которые вы заполняли в июне. Да, мы проводили с вами этот мониторинг. По итогам мониторинга вы определяете сильные и слабые стороны школы. Да? В качестве слабых сторон могут выступать, например, низкие предметные результаты учащихся. Это могут быть профессиональные дефициты педагогов, которые вы обнаружили в ходе проведения диагностики профессиональных дефицитов. Затем мы выделяем приоритетные направления изменений. Их много быть не должно, это 2-4 направления могут быть. Могут быть они связаны, например, с предметными результатами, да, с достижением предметных результатов. Могут быть связаны с выстраиванием эффективной системы оценивания и учета результатов. Может быть, это изменение связано с выстраиванием партнерства с родителями, либо с поддержкой профессионального развития педагогов. Да, вот здесь вы сами уже определяете, что для вас будет являться приоритетом направлений изменений. Исходя из этого, вы формулируете цель своей деятельности. Цель должна быть конкретной, должна быть измеримой, достижимой, реалистичной и определенной во времени. На основе цели формулируем задачи, которые конкретизируют цель, и действия по достижению этих задач. Обязательно необходимо определить критерии успеха, то есть результаты, выразить их качественно и количественно, и затем уже составляется детализированный план реализации приоритетов с учетом внешних и внутренних ресурсов. Очень важно, чтобы школа могла привлечь не только свои внутренние ресурсы, но и внешние ресурсы, как муниципальные, так и региональные ресурсы. Мы проанализировали ваши ответы, да, когда вы заполняли анкеты мониторинговые по анализу условий внешней среды школы. И многие отмечают, что, к сожалению, недостаточно подписано договоров, соглашений о сотрудничестве с внешними партнерами. Вот как раз внешние партнеры, они могут дать нам те ресурсы, которых не хватает в самой школе для того, чтобы реализовать нашу программу по переходу в эффективный режим функционирования. И далее мы оформляем уже непосредственно программу перехода школы в эффективный режим работы и направляем ее своему координатору в муниципалитете, да, для того, чтобы получить рекомендацию о направлении материалов на конкурс. Хочу отметить, что рекомендации по разработке программы перехода школы в эффективный режим функционирования представлены на платформе «Мобильный методист» в разделе «Методические материалы». А также те коллеги, которые проходят обучение в летней дистанционной школе по программе управления школой, они тоже эту программу имеют в качестве шаблона, и рекомендации у вас тоже в курсе дистанционном представлены. Алгоритм действий для школы-лидера.
для того, чтобы вы могли включиться в конкурс, да, и представить свои материалы на грантовый конкурс. Первым шагом мы изучаем результаты мониторинга условий работы школ, именно тех школ, которые являются участниками проекта. Анализируем качество управления, качество преподавания, внешнюю и внутреннюю среду. Это тоже можно сделать по итогам тех анкет, которые мы заполняли с вами в июне. Определяем сильные и слабые стороны школ. Выделяем приоритетные направления изменений. Их тоже не должно быть слишком много. 2-4 направления достаточно. Можно согласовать это непосредственно со школами-участниками проекта и отразить именно те направления, которые они отражают в своих программах. Далее формулируется цель программы тьюторского сопровождения, которая конкретизируется в задачах и действиях по их достижению, определяются критерии успеха, качественные и количественные результаты прописываются, и составляется детализированный план реализации приоритетов с учетом ресурсов своей собственной школы, школы-лидера. Да? То есть как школа-лидер может помочь школам-участникам проекта реализовать вот те направления изменений, которые определены. И далее оформляется программа тьюторского сопровождения школ-участников проекта. И общие рекомендации для школьных команд. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, чтобы ваша деятельность была действительно эффективной, необходимо согласовать цель, задачи, результаты программ перевода школ в эффективный режим работы и программы тьюторского сопровождения. Обязательно необходимо заключить договоры о сотрудничестве внутри школ. И напоминаю о том, что один экземпляр договоров необходимо направить нам в институт для того, чтобы мы могли удостовериться, что действительно договоры у вас заключены. И это является также очень важной документацией, которую мы представляем в виде отчетной документации по реализации проекта. Далее, следующим шагом вы приступаете к реализации программ, описываете взаимодействие в формате СМ и одна команда, направляете все материалы в муниципальный орган управления образования для того, чтобы получить рекомендацию для подачи материалов на конкурс. Далее все материалы вы загружаете на сайт конкурсов конкурс.крiro.ру в разделе «Республиканский грантовый конкурс моделей перевода школ в эффективный режим функционирования». 5 сентября откроется возможность для загрузки материалов, да, поскольку по положению у нас начинается прием документов с 5 сентября. В жюри конкурса входят специалисты Министерства образования, Татьяна Николаевна Казакова, начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства, Марина Анатольевна Габова, проректор по образовательной деятельности Института развития образования, Любовь Ивановна Шкурлей, заведующий Центром научно-методического сопровождения программы проекта в области образования, Михаил Юрьевич Иванов, председатель Коми Республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Радик Хамитович Туренбеков, преподаватель, организатор ОБЖ, средняя общеобразовательная школа номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты. Почему он здесь оказался? Потому что в прошлом году именно 40-я школа Воркуты стала победителем аналогичного грантового конкурса. Также в состав жюри включена Ольга Николаевна Рябова, заместитель директора по научно-методической работе гимназии номер 1 города Сыктывкара, тоже один из призеров конкурса 2018 года, и Мария Вячеславовна Кузьбожева, член исполнительного комитета Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения Коми-Войтер. Вот такой состав жюри нашего конкурса. Все коллеги очень ответственные, все коллеги очень грамотно могут оценить ваши работы, и я думаю, что многие из вас имеют очень хорошие шансы на то, чтобы в этом конкурсе стать победителями. Так как мы уже сказали, да, все материалы есть на нашем сайте. Даже в объявлении о сегодняшнем вебинаре мы прикрепили приказ о грантовом конкурсе по переводу школ. Ну, вот он. Тот приказ, о котором я вам говорила, выдержки из которого зачитывала и демонстрировала. И все положение о грантовом конкурсе здесь прописано, все критерии оценивания также обозначены. И именно на них мы сами опираемся для того, чтобы подготовить свою конкурсную работу.
Также в разделе «Проекты» на платформе «Мобильный методист» наши материалы выложены. В разделе «Документы» представлен непосредственно сам приказ вместе с положением. И в разделе «Методические материалы» есть рекомендации по разработке программы перехода школы в эффективный режим работы. Причем они представлены в таком виде, чтобы вам было удобно работать в формате Word. Там есть шаблоны, таблиц, с которыми вы можете поработать, заполнять их на этапах разработки программ. Методические рекомендации составлены на основе любезно предоставленных нам материалов от Высшей школы экономики. Надежда Викторовна Бысик приезжала к нам на международный методический семинар и литературу, необходимую для нас с вами, привезла. И в книге «Я эффективный директор. Как разработать и реализовать программу улучшения образовательных результатов учащихся школы» эти рекомендации содержатся. Кроме того, вы можете использовать для подготовки запись вебинара в разделе нашем «Проекты «Эффективная школа. Обучение». Здесь есть видеозапись вебинара по разработке программы тьюторского сопровождения и алгоритмы разработки муниципальных и школьных программ по переводу школ в эффективный режим функционирования. Эти вебинары вы также можете использовать в качестве методической поддержки. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их в чате. Вопросов пока нет. То есть до 5 сентября у вас есть время на то, чтобы разработать свои материалы. До 18 сентября мы эти материалы принимаем. То есть у всех у вас шансы есть. Есть шансы победить в этом конкурсе. Не забудьте заключить договоры о сотрудничестве и направить нам экземпляр. Если вопросов нет, уважаемые коллеги, тогда мы завершаем работу нашего вебинара. Поздравляем всех с праздником Днем сельской школы, который состоится завтра, 28 августа. И надеемся на встречу в Усть-Куломской средней школе. Это тоже одна из школ-лидеров нашего проекта. До встречи. Спасибо. До свидания.